хочет в прямой эфир выйти, да? Вот он. Мы находимся в гостях у многодетной семьи. Я делал даже сюжет. Многодетная семья Васильевых. Двое вначале двойняшек пацанов и потом тройняшки, которые родились 31 декабря. Там сложная жизненная ситуация. И сегодня, не знаю, как сказать, освещаю одну из интересных акций. Кто у нас сегодня проводит ее? Представьте, пожалуйста. Совет многодетных матерей «Счастливый мир». И что сегодня происходит? Сегодня мы решили оказать помощь нашей семье Васильевых. Приобрели продукты питания, средства личной гигиены, детишкам купили подарки. Вот. Чтобы все было в семье хорошо. Надеемся, что в будущем такие откликнутся люди, помогут семье, и обещаем, что будем дальше работать, помогать, поддерживать. А как вас зовут? Меня зовут Сидорова Галина Аркадьевна, я являюсь председателем. Шарапова Наталья Михайловна, региональная общественная организация «Маяк помощи в чрезвычайных ситуациях». Нам позвонили, мы сразу откликнулись, тоже скооперировались и сразу приехали. Посмотрим, смотрите, вот в экстренных ситуациях, как могут люди помочь. Видите, сразу. Продуктов на 25 килограмм продуктов питания, картошка, детское питание. Даже купили коврик, подгузники, то есть тут все, что вообще пригодится для детей. Клим, вот ты обратился ко мне, к журналисту Олегу Желунину, так как мы ведем твое дело, так скажем. И сегодня как у тебя настроение? Я просто не знаю, я просто помню, какое было утром, какое сейчас. Не ожидал? Да, конечно, все оперативно, очень быстро. Я даже в большом сомнении, что сегодня же привезут какую-то помощь. Я вот сегодня же позвонил вам, да, и сказал, что у нас существует такая проблема, что из-за денег сейчас проблемы с питанием, детским питанием, овощепродуктами. Вообще нет слов, да, откликнулись быстро. Спасибо вам большое за помощь и совет матерей. Что оказывает помощь, да. Сейчас мы, наверное, посмотрим, какие дела сделаны за лето, там трудности. А пока мы сейчас, наверное, глава семьи начнет это все заносить. А потом покажешь, как у вас дела вообще. Вот проблема, которую мы озвучивали, помните, там, да, по ремонту и так далее, да? И там расскажешь. Прошу заносить, да, помогите. Еще раз напоминаю, это многодетная семья, 5 детей. Есть определенные сложности. Они достаточно серьезные. Это жилым помещением, там невозможно, холодно. Необходим ремонт. И, естественно, как могут, они просят помощи как социальную, как возможно. Честно скажу, 5 детей это тоже. А когда 3 маленьких сразу, это достаточно серьезная проблема. Поднимаемся. Я уже показывал, какой здесь крутой подъем. Этот дом построен на участке ИЖС. Немножко он такой достаточно. Вот они зашли. Вот так, это мы отряхиваем, да? От снега. Все. Дети маленькие. Здравствуйте. Как у вас здесь тепло. Наших многодетных семей, потому что мы хотим быть с вами на связи всегда. Если вам нужна помощь, чтобы вы рассчитывали всегда на наш совет, Галина Аркадьевна сейчас будет напрямую работать с советом матерей, чтобы ваша проблема была решена и чтобы нашлось какое-то решение для того, чтобы вы улучшили свои личные условия. Да, к сожалению, прошло почти год, как мы обращались.
Ну, нам ответы приходят, что наша квартира по документам не соответствует. Квартира, а дом. Мы не можем улучшить. Вы сами видите, понимаете, чувствуете, что здесь есть влажность, сырость. Ага. Из-за этого постоянно Дети изучена сильно ингаляция. болеют, да. Плисы появляются. Ну, сами знаете, недоношенные, это недоразвитие легких. Вот здесь комната. И это постоянно. Это 45 квадратов. Вместе с туалетным с этим. А соседние вообще холодное здание получается. А это все учитывается как будто жилая. Балкон, мансарда, это все как частный дом. И К лестничные. сожалению, поэтому мы не получили пособие при рождении троих одновременно. И не можем получить пособие для улучшения жилья. Ну, у вас трое нет. 31-го родились декабря, да? 30-го. 30 декабря. Скоро день рождения будет. Ну, здорово. Замечательно. Так что мы сейчас Вот. меняемся. контактами. Получается, вот эта такая помощь нам очень сейчас нужна, потому что буквально денежным выражением, конечно, не хватает. Конечно. Конечно. Очень большая нагрузка, мы и так по финансовому такому положению. Мы не можем обеспечить. Ну, я думаю, здесь не последний раз. Чем Конечно. сможем, мы поможем. Конечно. Потому что отреагировали на скорую руку и очень экстренно. Да. Очень Не экстренно. отлаживать ничего мы не Спасибо стали. большое. Впоследствии мы будем помогать Еще Мы вас перед берем этим- под свою, как сказать, под свою Наша еще опеку. первая задача, получается, еще ремонт надо сделать все-таки. Окна. Вот. не Похолодало. сделали, да? Как раз вот тут в комнате, да? Это что-то там делали, что-то не делали. Я уж пока Дует. дует. Вот. Люди обещали Скажите, помочь, пожалуйста, но в не округ помогли. вы обращались? Куда? в администрации. Ну, Единая Россия обращались. 4 раза завещание было, да. Союз строителей Лига особо обращались. Обещали помочь. По правам человека Полностью были. капитальный ремонт хотели делать дома, утепление. Так. Окно повесили. Ну, конечно, проще будет вообще по программе взять квартиру, которая полагается вам, по идее, за рождение это тройни. Но из-за Учет того, что нас у не нас ставят. ЕЖС, мы не попадаем. А тут посчитать тот часть дома, они тоже сказали, не можем. Потому что Ну, это будем ЕЖС. выходи всегда, думаю. Мы ждем новые постановления, которые Выйдет. вроде бы есть На- такое на постановление. стадии. Ну, писать, сопровождать, Без учета контролировать. без учета Я думаю, нуждаемости. поможем в этом случае. А вот ваш союз что, может такие вещи делать? Союз Ну, многодетных матерей, ну не то, что делать, мы можем сопровождать, мы можем писать. писать письма, мы можем Ходатайствовать. ходатайствовать и помогать в плане ускорения решения данной проблемы. У нас нет прав, конечно, взять и выдать квартиру, да? У нас таких полномочий нет, но мы Здравствуйте. помогаем максимально вот именно. Ну то есть под контроль теперь совет как правильно? Совет многодетных Ну и матерей совет города многодетных, Якутска и да. пригорода. И пригородов. Именно города Якутска, да? Да. А Рита, а вы сейчас там кто? Я в составе учредителей. Рита Якушева, да? Теперь вы а сейчас вы в совете матерей, да, многодетных? Да. Ага. Но я с января месяца, получилось, как только был создан совет, я сразу вошла в состав учредителей, и мы вот так вот проводим. У нас, в принципе, очень большой объем работы, скоро у нас будет отчет, мы обязательно отчитаемся, обязательно. Ну то есть надо сказать, что этой семье унывать не надо, война войной, а дети детьми. Конечно, если детей всё- нужно любить, и о детях надо заботиться. И чужих детей не бывает, поэтому мы, все многодетные мамы, сегодня оперативненько собрались. Галину Аркадьевну командировали. Все, что вот буквально на скорую руку смогли собрать, собрали. В дальнейшем вы имеете в виду, что Наталья Михайловна, она ведет работу именно в чем? У нее центр помощи. У нее центр помощи. Помощь разная. Вот продукты питания там, да? А потом одежда. Сейчас вот мы сегодня хотели выбрать, но не стали, потому что все-таки родители, когда сами выбирают детям одежду, обувь, там, это всегда хорошо. Когда мы выберем цвет не тот, там еще что-то, Может, поэтому вы звонить не можете подойти. к Наталье Михайловне, я вам сейчас отправлю ее номер телефона, созвониться с ней, к ней приехать, выбрать все, что вам нужно.
И спокойно, в спокойной обстановке у нее там комната, где можно походить, повыбирать и так далее. Кроме этого, завтра и послезавтра, ну на днях будет тоже детское питание еще привезем. Памперсы, детское питание, Памперсы мы просто будут. спонтанно все Да, собрали. сегодня что просто вот то, что Ну, смогли питание, сегодня. вот то, что, да, у нас строгий дополнительный список, сказали, до 6 месяцев. После 6 месяцев уже все, нам нету. Как говорится, Ну, это тоже свои- можно, в принципе, побеспокоить Да. поликлинику, Да. подключить Да. по ходатайству дополнительные списки где-то. Ну, будем, чем сможем, помогать совместно. Также писать ходатайство, также вашу проблему Питание это же продвигать. первое, как говорится. Сейчас мы вам покажем. Нет, я не буду, маленькие дети. Нет, Они нет. сильно маленькие же. Мы придем, когда им год будет. Да, мы спокойно. Клим. Клим. Возьми и просто покажи. Да, мне, вот, а нам в прямом это вот. эфире сильно. В прямом эфире не надо? Если не покажу, скажи, хорошо. Не надо. Мы Всё. на годик придем поздравлять. Как зовут? Паузу можешь делать, да? Как Все. зовут? Я тогда заканчиваю трансляцию. Все, дорогие друзья, вам это не надо смотреть. А это кто-то появился, да? Папа Сюрайло. А все-таки кто-то к нам в гости пришел. А доча на маму. О, эксклюзивно же. Наша бабушка в прямом эфире. Близнецы. Ух ты. Они же близнецы. У нас двойняшки, потом тройняшки. Еще же У вообще. нас уникальная семья. Вот смотрите вот. А Здоровья. девочка мамина вообще. А двойняшек нам покажите парней, пускай станут тоже. Копятся. Как будто Вот. похожи, но вы все равно похожи. О, Ну, а у нее это сердечко. помогайте. Напугать. Пойдем. Вот так люди помогают таким семьям. Огромное спасибо за внимание, кто смотрит этот канал. Помощь всегда таким семьям необходима. Да, ребят. Так что всегда на Будем на связи. связи. Хорошо? Да. И так. Рита Михайловна, обменивайся телефоном.